Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о породе собак, которая с давних времен всегда была рядом с якутским охотником. Это якутская охотничья лайка. Про эту трудолюбивую и выносливую собаку ходят легенды. Якутская охотничья лайка для многих охотников, таежников-промысловиков всегда остается кормилицей, верным и любимым другом. Как и якутские породы лошадей и коров, эта порода охотничьих собак является своеобразным брендом якутского народа. Издревле народы Севера с помощью собаки добывали для своей семьи пропитание, обеспечивали одеждой из шкуры диких животных, родных и близких, осваивали и расширяли свои охотничьи угодья. Якутская охотничья лайка по своему характеру очень преданна, охраняет имущество и скот своих хозяев от посторонних. Она и поводырь, и пастух, в беде никогда не оставит. В сопровождении этой собаки люди не боялись перемещаться на далекие расстояния. Уникальность нашей лайки якутской в том, что она хорошо одета. Именно все ее шесть, пушок, все это да. Это уже доказывать не надо, это уже давно доказано. Спокойно. Уникальность, она спокойно может 50-градусные морозы спокойно лежать на снегу, переночевать. Никаких проблем. Ничего с ней не случится. Вот это самая уникальность у нее. И жару также переносит летом. 30-градусный мороз, жара, да, даже больше 35 у нас бывает. Спокойно собака у нас переносит. И именно эта уникальность нашей собаки в плане того, что как и мы сами. Перепад этой температур собака спокойно переносит. А есть такие собаки, породы, да, основные, которые центральные, для них это очень трудно. Тем более морозы. Уникальность наша сидит в том, что наши собаки спокойно, нашу зиму спокойно переносят. Рабочие качества у собаки, у якутской лайки должны быть какие? Самое главное, чтобы у ней была выносливость, морозов наших не боялась, да, была одета хорошо, был хороший костяк. Рабочие качества должна быть ходить по пушнине, по лосю, по копытным охотиться. Не должна бояться, вообще в тайге ничего не должна бояться. И должен быть оптимальный охват, объем, чтобы не рядом с собой ходила, нигде, побольше этого. Но самое главное, выносливость у собаки должна быть хорошая. Почему? Потому что на охоте у нас территории большие, очень много ходим на лошадях, и собака это все должна терпеть, выносить. Собака должна хорошо слышать, хорошо видеть, хорошее должно быть обаяние, быть нюх. Есть собаки, которые именно по следу, по зрению ходят, да? По снегу, если есть соболя след, да, это очень долго его выискиваешь. Есть обоняние, нюх, старайся, чтобы собаки были такие, чтобы именно на перерез и быстро, чем быстрее добудешь, тем лучше. И собака сильно много не теряет энергии, и быстрее достаешь добычу. Самое главное, чтобы не бросала. Самое хорошее, чтобы была у собаки вязкость. Собака стала спутником человека в тайге, и некоторые трудные задачи, которые не по силам самому охотнику, ложились на верных и трудолюбивых помощников. Трудно представить якутского охотника-промысловика без надежной лайки. Пребывание в тайге без нее практически бессмысленно. Ведь только с помощью этой собаки охотник может быть спокоен за свою жизнь, а также только с хорошей собакой возможна удачная охота. Многовековой тандем «Человек и собака» существует уже тысячелетия. Казалось, надо было только развивать и приумножать дальше породу этого умного и верного друга многих охотников,
якутскую охотничью лайку, но, к большому сожалению, сегодня упущено драгоценное время, и уникальное животное оставлено без должного внимания. В какой-то момент человек перестал уделять особое внимание на поддержание этой породы собак, своевременной селекции и отбору по рабочим качествам. На данный момент порода якутской охотничьей лайки терпит в своем развитии критический период. Якутской охотничьей лайки – это порода фактически исчезающая, наверное, меньше даже по численности, чем стерх осталось, намного меньше. И даже говорить вот о том, что это зафиксированная порода и так далее, даже рановато. Это будет только если при хорошей селекционной работе мы через 10 лет, наверное, достигнем это, что зарегистрировать эту собаку. Причина исчезновения этой собаки, одна из основных причин – это вот эпидемия 50-х, 60-х годах, эпидемия альвекокоза и эхинококоза была. И здесь это посредником распространения этой паразитальной болезни собаки являются. А окончательным это хозяином, это человек или сахатый, там, олень, вот это. И я помню в детстве несколько случаев, соседи, дети болели, были летальные исходы. Тогда вот доктор Альперович на эту тему защитил кандидатскую диссертацию, оперировали детей. И печень имеет возможность увеличиваться в размере, если удаляешь. 1/3, если остается, этот человек может выжить и восстановить объем печени. Но бывало, что запускалась эта болезнь, и часто умирали дети. И в те годы это беспощадно, просто-напросто безграмотно расстреляли всех якутских лаек. Это чудо науки. Клонированная собака. А как клонировали, да? Это взяли уши от якутской лайки, обрезал, и потом оттуда вывел клетку, выращивает. От клетки вытаскивает только ядро. И это ядро ложит в клетку суки. Но при этом ядро этой суки полностью вытаскивается. То есть информация полностью уходит только от отца. И вот это, размножая, потом оплодотворяет этой клеткой суку, и через 2 месяца рождается. Вот он больше похож, мордатый же. И уши это самое, расстояние между большое. И я в детстве помню, у местных лаек, да, кончики у ушей они болтались. Вот это и есть. По этой очень спокойный по нраву, не агрессивный. Но при этом я вообще-то как бы искусственно собака, на него как-то так я смотрел раньше, а сейчас уже как на натуральную собаку смотрю. Ориентир очень хороший. В лесу мы оставляли, он находил все это, приходил и сам самостоятельно. Есть тоже все подряд. Даже если проголодается, какашки лошадиные и так далее, может много кушать. Белях. Корейцы назвали белях. Имя дали. А мои чуть не переименовали клон. Я говорю, нельзя, потому что хозяева дали, те люди, и беляхом должен остаться. Белях. Тика. Так, это у нас щутик, это якутская охотничья лайка,
В прошлом году в декабре от нее вот с уха брали, отрезали вот кусочек уха, и это оригинал, и вот с этого кусочка сделали клон, клонировали в Южной Корее. И вот точно такой же клон вышел, и по окрасу, по всему характеру точно такая же. Сейчас некоторые путают вот они эти. Корейчаны, от него сделали вот этот клон корейчанов, двух собак у нас, одного кобеля, беляха, это вот, ну, тоже типичная якутская охотничья лайка, ну, можно сказать, восточно-сибирская лайка якутского типа. Вот такой окрас тоже бывает, очень добродушные они, хорошо работают по лосю, по медведю. Уже лет 8 уже, у нас до 8 лет у нас это вот как бы в племенной работе использую. Она вот в многих соревнованиях участвовала, в состязаниях. И вот сейчас дало свой уже клон. Точно такая же лайка. Сейчас, во время стремительного процесса глобализации, порода якутская охотничья лайка запросто может исчезнуть насовсем, растворившись во многообразии других привозных собачьих пород. Дальше, если мы будем заниматься, выводить свою охотничью лайку, да, якутскую, выбраковки собак делаются. Почему я еще раз опируюсь на то, что у нас в свое время освоения, когда Якутия шло, очень много собак завезенных было в центрах. И очень много крови поменялось. Очень много, перемешанных очень много. И восточники, и западники. Всяких разных кровей очень много прилито. И даже было такое, что шпицов привозили есть, да, тут тоже в свое время. Карелы, финские лайки, вот это вот, русско-европейские лайки. Все намешано. Поэтому сейчас, если выбраковку делаем, то по цветности выбраковку даже можно делать. Не можно, даже нужно вот это вот. Я же еще раз приду к тому, что цветность всякие разные. Вот, например, у нас такое случается, что белых собак, вяжешь двух белых собак, а щенки получаются в разные окраски. Вот. Это уже говорит о чем-то. Да? Прежде чем выбраковывать, прежде чем собак, нужно изучать вот это свою родословную собаки. То я своих собак, колен 5-6 все знаю. Почему? Потому что все с родословной, откуда они взялись, откуда приехали, чьи родители, бабушки, все вот это есть. Поэтому здесь к этому нужно относиться очень щепетильно. Все еще есть надежда возвратить почти утраченную уникальную породу. В нашей республике есть отдельные энтузиасты и общественные движения, которым не безразлично будущее аборигенной лайки, национальной охотничьей породы. Они взялись за непростое, но значимое дело для нашей республики – утверждение породы якутская охотничья лайка и ее дальнейшее продвижение. А самая главная цель – это включение данной породы в реестр классификации пород собак кинологических федераций. Для этого ведется большая информационно-аналитическая, практическая и организационно-методическая деятельность. Проводятся различные мероприятия по возрождению породы якутской охотничьей лайки. То, что мы видим, то, что да, действительно якутский бренд, можно сказать, якутская охотничья лайка, это древняя порода, да, и в основном им занимается большее количество охотников в больших настигах, но они его используют чисто на охоту. И что значит выставка, они недопонимают. Если грамотно подойти к этому, к развитию племенной деятельности, то я думаю, что действительно можно получить такое потомство якутских охотничьих лаек, и можно развивать. С недавних пор регулярно проводятся экстерьерные выставки и соревнования собак с приглашением экспертов международного класса. Охотники с удовольствием представляют своих питомцев на таких республиканских мероприятиях. Наблюдается подъем качества их гения. Это, безусловно, не может не радовать и внушает
оптимизм. Чем отличается якутская охотничья лайка? Вот, например, я всегда людям говорю, когда вот якут и эвен, чем отличаются? Отличия очень мало же, да? Поэтому тоже у этих восточно-сибирской и якутской охотничьей лайки отличие очень маленькое. Но в основном вот у якутской охотничьей лайки, аборигенной лайки, у них уши как бы в стороне встают, да, более такие череп, широкий череп и более удлиненная. Вот она сука, поэтому больше такая. А так кобели рослые. Основное, но у якутских охотничьих лаек основное это отличие у них подпушек очень такой хороший подпушек, да. Поэтому они вот наши суровые зимой, суровые зимы в климате они не мерзнут под подпушек. Даже вот бывает, и они даже в конуру не заходят, 50 градусов они могут прямо на снегу, и снег под ним не растает. И по характеру они резко отличаются. Вот, например, западносибирская лайка такая, она как бы холерическая, да, холерик, да, западносибирская, а у нас как бы более спокойная. Я вот сейчас говорю, как якут, якут тоже спокойный по натуре, собака тоже спокойная. Они вообще очень добродушны к людям. Редко бывает такая собака, которая кусается. Даже вот когда во двор зайдешь, а собака даже бывает не лает, она вот лежит, могут через него переступить. И вот в том плане они вот наши якутские лайки такие добродушные. Вот, вот несколько там, вот, все окрасы, которые относятся к лайкам, тоже вот в якутской охотничьей лайке есть. И могут быть черные, карамистые, рыжеватые, ну, вот пали, вот такие тоже есть. Но мы сейчас в основном вот сейчас мы остановились на белых, белый с черным. Это вот эту лайку зовут, она вот 3 дня назад только щенилась. Это чисто вот типичная якутская охотничья лайка. Привезена с Нюрбинского луса. Знаете, там заводчик Аял Данилов, он отправил это. Но она, вот такая лайка относится к чисто якутской охотничьей лайке, аборигенной лайке. Вот как вы сами видите, уши как бы вот, более вот, в стороне стоят. И вот подпушек очень хороший, она вообще не мерзнет. И вот лапках наших лаек, лапках вот видите, да, вот, есть такие вот эти вот не дают они замерзнуть, да. Они выдерживают 50-60 градусные морозы. Очень добродушные ко всем такая лайка. И вот белые лайки, мы почему белые лайки остановились, потому что вот на охоте, например, по чернотропу, да, вот лайка издалека видно, да, охотник идет, и где твоя лайка, там бегает издалека, белые лайки видно. А вот когда вот начинает лаять там сахатага или там, когда вот подкрадывается и видит, где лайка. Очень много, ну, часто бывают случаи, когда могут вместе с этим лосем могут застрелить лайку, а здесь уже лайка видно. И вот на каком состоянии стоит, вот как, где это. Они ориентир делают на белую лайку, вот, например, подкрад. А вот тоже, вот когда медведи работают, они же кружат там, да, вокруг медведя. И там тоже бывает тоже вместе с медведем могут пострелить свою собаку, а вот белая лайка видно. И вот у нас тоже есть такое мнение у охотников, что лось тоже не боится белой лайки. И у нас вот испокон веков вот в северных лусах белые лайки, они охотятся на гусей. Например, гусь думает, наверное, это как бы песец и как бы подманивает, как манная. Еще вот я вот знаком с таким охотником, который уже лет 30 охотится. Он сейчас у него 6 белых лаек, все суки, да. Он говорил, в первое время у него были разные там цвета, и черные, и карамистые были. Но он остановился на белых лайках, потому что соболь, он находится на соболя, и в снегу они, белые лайки, быстрее вот, загоняют соболя, потому что они как бы маскировочные, они как бы незаметно подпускают этот соболь, и быстро они вот, на дерево убегают. Поэтому вот в том плане, что белая лайка несколько преимуществ. И вот у белых лайк сейчас вот ученые пишут, что у них это полые, вот эти шерсть там волос полый, говорят, поэтому вот это теплоотдачу хорошо держит.
Меланин там называется, да? Меланин. Владельцами этой уникальной породы лаек по всей территории являются прежде всего охотники-промысловики, которые бережно содержат своих питомцев подальше от посторонних глаз. Вести охотничье хозяйство чрезвычайно сложно. Каждый шаг расписан на несколько лет вперед. Поэтому эти люди трудолюбивы и постоянно заняты. Участие на выставках и соревнованиях занимает много времени, финансовых усилий. Как правило, промысловикам всегда этого не хватает. Да и вести собаку за 1000 километров туда-обратно не каждый осилит. Задача по развитию национальной охотничьей породы собак состоит из обязательных селекционных мероприятий, отбору по экстерьеру и рабочим качествам. Но главная и самая сложная задача – это объединить усилия всех охотников, держателей чистой породы якутской охотничьей лайки. Нужно постоянно вести их учет, чтобы пройти комиссию по стандартам пород собак Российской кинологической федерации. У нас очень много есть, ну, немного, конечно, есть заводчики такие у нас, да, вот именно. Я даже некоторых знаю, которые не хотят показывать своих собак, не участвуют, вот, именно на выставки не приходят, на состязания. Ну, состязание еще одно может быть, они хорошо, я вот знаю, что собаки у них охотничьи, хорошие, экстерьер очень хороший, но не показывают. Я вот поэтому обращаюсь к вам, заводчикам. Нас мало, поэтому нам своих хороших собак нужно показывать. И именно нужно показывать вот на таких выставках, которые организовывают Росохотрыболов Союз, вот, охотничий клуб Байнай. Те соревнования, те состязания, которые проходят у нас в республике, у нас хотя бы в республике, мы должны своих собак показывать. И именно вот тех собак, которые достойны и охотятся, и хорошие племенные, потом хорошие эти будут давать, племя свое хорошее. Поэтому этих собак не нужно у себя только держать, а их нужно еще и показывать. Для дальнейшего развития якутского собаководства именно нашей якутской лайки, чтобы хорошие, достойные были собаки у нас. Вот. Для хорошей племенной работы у нас. Так что же ждет данную породу собак в будущем? Это зависит только от нас, якутян. Однозначно необходимо, чтобы общественность и ведомства на самом верхнем уровне осознали важность и сложность данной проблемы. Якутская охотничья лайка, несомненно, заслуживает особого внимания и уважения за свой нелегкий путь, проделанный бок о бок с человеком из глубин веков. Мы желаем заводчикам якутской охотничьей лайки удачи и дальнейших достижений в продвижении этой породы как бренда нашей республики. На этом наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч.